والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем с вами изучение Китабуль Джами'. Следующий хадис в этой книге от Муаза ибн Джабаля, ради Аллаху та'аля, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Ман айяра ахаху би замб, лям ямут хатта я'маля». Тот, кто порицает своего брата за грех, тот не умрет, пока не совершит его. Хадис, который передал Тирмизи, сказал, что хадис хороший. Говорит Ибн Хаджар, в нем есть инкита, то есть в этом хадисе есть разрыв. Итак, тот, кто порицает своего брата, о чем идет речь здесь? Речь идет не о том, что человек переживает за своего брата, и он видит какие-то у него прегрешения, грехи, нарушения им воли Аллаха, и он поэтому дает ему наставление, порицает его, чтобы его исправить. Нет, не это задача человека. Задача человека порицает здесь в форме позорит. Хочет опозорить своего брата. Просто для того, чтобы поговорить о его недостатках, для того, чтобы опозорить его. Вот сказано, он не умрет, пока не совершит это деяние. Что мы скажем? Этот хадис указывает нам на недопустимость радоваться оплошностям, ошибкам твоих братьев. Потому что у них есть какие-то грехи, какие-то недостатки. Потому что многие люди, они высматривают грехи, недостатки у людей, ищут. И им доставляет удовольствие говорить об этих грехах. Они злорадствуют, радуются. Мусульманин не может быть таким. Потому что, как мы говорили до этого, мусульманин, он не должен выискивать грехи в других. Он должен заниматься исправлением самого себя. И по мере возможностей он не должен позорить своего брата, он должен прикрывать его грехи. Наоборот, это, в основном это так. И мусульманин не может радоваться, когда среди верующих распространяются грехи. Наоборот, тебе должно быть больно от этого. Это признак веры твоей, если тебе больно. А не так, что ты радуешься, а вот еще один, который сбился, вот еще один, который впал в грех. Чтобы не было этого, потому что Аллах Субхану Тааля говорит: «Инна лазина юхиббуна анташия аль-фахишату фи лазина аману, лахум азабун алимун фи дунья валь ахира». Поясни, те, которые любят, чтобы распространялось нечестие среди людей, грех и мерзость среди людей, для них наказание мучительное в этом мире и в вечном мире. Этот аят был ниспослан по поводу истории Аиши, ради Аллаху та'аля, когда мунафики объявили ее в чем? В грехе, в прелюбодеянии, алиязу билля, да упасет Аллах Субхану Тааля. То есть, и люди начали говорить, подхватывать своими языками, передавать друг другу. Так что даже некоторые из благочестивых людей оказались участниками этого невольно. То есть, они услышали и кому-то дальше рассказали, подхватили своими языками. Нет, и сегодня многие братья, это болезнь на самом деле, посмотрите. Мы не любим говорить о людях, о их благих качествах, об их благих поступках. А нам нравится говорить о оплошностях людей, о грехах людей. А на самом деле ученые предостерегают от этого. Почему? Этот аят подтверждает это. Потому что представьте, если все время говоришь: а там вот так делают, а вот там вот так делают, и даже вот там-то и там-то, даже страна Мекки и Медины, вот там вот делают вот так вот и так. Вот и есть такие, и есть такие. И есть, начинают говорить там, и перечислять какие-то грехи. И вот такой-то у него такой грех, такой. К чему это приведет? Если ты будешь говорить, что делают плохо верующие, это значит распространится среди общества, распространится грех и пренебрежение грехом. Потому что люди начнут говорить: ну раз все так делают, и даже там так делают, и этот делает, и тот делает, значит, не так это, значит, страшно, раз все делают. И начинает распространяться скверно в обществе. Поэтому плохое качество, это не качество мусульманина
позорить своего брата, порочить его, рассказывать о нем, злорадствовать, радоваться его прегрешениям, его оплошностям, показывать свою радость. Здесь сказано, что такой человек не умрет, пока то же самое не совершит. Что мы скажем? Мы скажем, мы не можем это утверждать. Почему? Потому что хадис, он не является достоверным. Хорошо? Потому что в хадисе, как говорит Ибн Хаджар, есть инкита, то есть есть разрыв. Разрыв где? Разрыв в цепочке передачи. Одно из условий достоверности хадиса, мы говорили с вами, это непрерывность цепочки передачи до пророка, алейхиссалату вассалам. Не должно быть разрывов. Здесь есть разрыв. Поэтому хадис, он слабый. Бывает так, что человек, он кого-то вот так вот порочил, кого-то позорил, но умер, не совершив такое же действие, как тот человек. Бывает так. А бывает, что совершает. Аллах наказывает его этим, подвергает его такому же испытанию. Он совершает то же, что делал тот человек. Но как бы то ни было, да, хадис, он слабый, но есть другие хадисы, более того, аяты, которые указывают нам на что? На недопустимость злорадствования, когда совершают ошибки верующие люди, совершают грехи. Это не качество мусульманина. Ты должен желать своему брату, любить для своего брата то, что ты любишь для самого себя, что ты желаешь для самого себя. То есть мусульмане, они должны страдать друг из-за друга, переживая друг за друга, испытывать боль, а не радоваться, когда кто-то совершит грех. Ты радуйся, когда радость у твоего брата. Радуйся, когда твой брат делает что-то хорошее. Тогда радуйся. Если видишь что-то плохое, наоборот, это у тебя должно вызывать страдания и боль. Это что касается данного хадиса.